По данным Управления образования, в этом году в первый раз за парты сядут около 500 маленьких жителей района. Эта цифра не окончательная. Изменения могут быть незначительные в меньшую или большую стороны. О приеме детей в первый класс говорили в рамках прямой линии в общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району. На вопросы жителей отвечали начальник управления образования Ольга Мирошникова и руководитель отдела общего образования Мария Васина. Главный вопрос прямой линии – когда начнется прием заявлений от родителей будущих первоклассников. У нас, да, действительно, с 30 января начинается прием заявлений в первый класс с 9 часов утра, как в порядке живой очереди, да, при обращении в образовательную организацию, так и через портал Госуслуги Республики Коми или на сайте дети11.рф. Сначала у нас будет преимущественно прием по закрепленной территории с 30 января по 30 июня. С 1 июля по 5 сентября начинается прием обучающихся в первые классы по незакрепленной территории. Простыми словами, если прописка у ребенка в поселке, а живет семья в городе и собирается отдать ребенка в школу, то заявление родители смогут подать после 30 июня. Кадетская школа и гимназия при главе муниципального района Сосногорск. За этими школами закреплена вся территория города Сосногорска. Для остальных территорию закрепления можно посмотреть на сайте образовательного учреждения или управления образования. Интересовались родители и тем, будет ли организовано питание первоклассников и каким образом строится внеклассная работа. Начальник управления образования заверила родителей в том, что все обучающиеся с 1 по 4 класс обеспечены горячим питанием за счет республиканского бюджета. Что же касается занятий ребенка во внеурочное время, то Ольга Кирилловна посоветовала после 1 сентября обязательно избрать родительский комитет класса и решить вопросы организации внеурочной деятельности совместно с директором образовательного учреждения, где будет учиться ребенок. Елена Двожик, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Коррекционная школа-интернат номер 5 Сосногорска отметила 20-летие со дня создания. Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры «Горизонт». День рождения школы – это праздник педагогов и их учеников, родителей учащихся и, конечно же, всех тех, кто помогал и помогает образовательному учреждению в работе. Тем более работа эта высоко отмечена на уровне регионального министерства образования. Среди гостей – первый заместитель министра. Специальная коррекционная школа-интернат номер 5 – это очень стабильное учреждение с хорошими традициями, с крепким педагогическим коллективом, где наши воспитанники, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, имеют возможность получать и хорошее качественное образование, и возможность получать дополнительное образование. А самое главное – это хорошую коррекционную помощь. Педагоги принимают заслуженные награды, волнуются. Учитель русского языка и литературы Ольга Денисова в школе-интернате работает со дня основания. Говорит, что коллектив сильный, все друг другу помогают, ведь делают одно дело. Поэтому у Ольги Александровны даже мысли сменить место работы не приходит в голову. Это особенная школа, здесь учатся особенные дети, которым нужна любовь, внимание, особенное внимание, но и знание, чтобы они могли достойно социализироваться в жизни. Среди ее выпускников Герман Командиров. Школу окончил недавно, теперь осваивает профессию автослесаря в Сосногорском технологическом техникуме. Говорит, что о школьном времени остались только хорошие воспоминания. Он благодарен и школе, и всему педагогическому коллективу. За все хорошее, за то, что она меня учила меня, и все много позитива было. Мы учились, ребята были хорошие, с ними лучше дружить было. Сегодня в школе-интернате обучаются 74 ученика. Каждому из них необходим индивидуальный подход. А это кропотливый, но благодарный труд. Обращаясь к собравшимся, глава Сосногорского района особо отметил значимость работы, которую изо дня в день выполняет трудовой коллектив школы. Уважаемые педагоги школы, примите слова искренней признательности и благодарности за ваш труд и бескорыстную любовь к самому дорогому, к нашим детям. От всей души желаю вам оптимизма, благополучия, упорства в достижении намеченных целей, новых успехов и свершений, и пусть дух творчества, лучших традиций и инноваций не покидает стены вашей школы. Огромное вам спасибо за ваш труд, за то, что вы заботитесь о наших особенных детях. Я желаю вам и дальше
с успехом выполнять эту непростую, нелегкую задачу. Слова благодарности, подарки и поздравительные адреса в этот день чередовались с музыкальными поздравлениями. В день рождения школы сотрудникам образовательного учреждения были вручены министерские, муниципальные и школьные награды. Влада Гришаева, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В минувшую субботу в стенах Дома детского творчества раздавались необычные звуки. Жесткие гитарные рифы, аккорды и соло. Сосногорцы учились играть на электрогитаре. Подобные мероприятия для города в новинку, но желающих приобщиться к искусству было немало. Мастер-класс для ребят провел гитарист Николай Плешков, за спиной которого участие в одном из главных музыкальных событий региона – Сосногорском рок-фестивале. Я начал заниматься музыкой в 12 лет, когда отец привез домой первую акустическую гитару. Это первый мой инструмент из гитарного сегмента. Вот. И все потом пошло-поехало. Показал первые аккорды, показал первые рифы, которые востребованы до сих пор. И потом уже больше стал сам углубляться, изучать теорию, изучать строение аккордов и джазовую импровизацию. Круг музыкальных интересов Николая широк – металл, джаз и даже фолк. На мероприятии ребята смогли послушать разноплановые композиции. Как оказалось, гитарист не только искусно владеет разными техниками игры, но и сам собирает инструменты. В этот день ребята смогли поиграть на одной из таких уникальных гитар. Инструмент привезен из Соединенных Штатов Америки, но ввиду того, что там очень высокая влажность и прежний владелец ее очень сильно не уважал, грубо говоря. Она была очень грязная. В общем, в плачевном состоянии. Мы перепаяли всю электронику с отцом в гараже. То есть от этой гитары осталось только дерево родное. Остальное все перепаяно, поменено. И, на мой взгляд, она звучит неплохо. На мастер-классе Николай раскрывал секреты, показывал свои фишки, которые, на его взгляд, делают музыку необычной. А главное, все это можно было попробовать самому. Когда мастер-класс завершился, не все ребята поспешили к выходу. По мнению гитариста, это именно то, для чего он пришел. Наверное, потому что я хочу, чтобы дети больше уделяли времени творчеству, чтобы они не сидели в планшетах и в мобильных телефонах. Хочу нести музыку в массы. Бенд, свип, пулов. Теперь для сосногорских школьников это не просто непонятные термины. Некоторые юные ценители искусства уже с нетерпением ждут продолжения. По словам педагогов, музыкальное направление в Доме детского творчества будет развиваться и дальше. Влада Гришаева, Анастасия Токмакова и Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск.